Здравствуйте, в эфире «Экономическая среда». Совсем недавно в Москве проходила международная выставка МИД-21. Вокруг павильона Абхазии был неподдельный интерес и живой ажиотаж. Помимо этого, 16 марта на сайте Министерства по туризму была опубликована информация, в которой говорилось, что по прогнозам Абхазия ожидает до 1,5 миллиона туристов. Это ли не повод посвятить передачу туризму и узнать, как готовится Абхазия к встрече такого количества туристов? Гости студии – министр туризма Теймураз Владимирович Хишба. Здравствуйте. Также научное сообщество сегодня у нас в студии представляет кандидат экономических наук, профессор СУИ, ведущий научный сотрудник Института экономики и права Академии наук Абхазии, адвокат Фрида Аркадьевна Лазба. Здравствуйте, Фрида Аркадьевна. Теймураз Владимирович, начнем с вас. Расскажите нам, как прошел туристический сезон в 2020 году. Мы все знаем, что он начался намного позднее обычного, аж на 3 месяца позднее. Но все-таки есть у нас показатели. Расскажите, какие они? Ну, конечно, вы правильно заметили, были определенные сложности в проведении летнего курортного сезона. Вы уже отметили, что сезон начался позже, 1 августа. Это было связано с тем, что граница Республики Абхазия с Российской Федерацией была закрыта. Границу открыли в зеркальном режиме, это и по решению со стороны России, по решению абхазского руководства. Но тем не менее могу отметить, что считаю, что туристический сезон 2020 года безусловно состоялся. Несмотря на то, что мы работали всего лишь 3 месяца в активной фазе, большое количество гостей прибыло в Абхазию. Вы знаете то, что большая часть граничащих территорий с Россией были закрыты, за граница была вся закрыта. Много людей прибыло в Краснодарский край для отдыха, и оттуда они прибывали в Абхазию для туризма. Также нельзя не отметить, что такого количества гостей, которые к нам прибыло на новогодние праздники, до этого никогда не было. Но в целом, я думаю, если мы говорим о классических туристических месяцах, да, которые мы отработали, это август-сентябрь, плюс октябрь, более 600 тысяч человек посетило Абхазию. Если учитывать новогодние праздники и после новогодних, то мы приближаемся к миллиону. Говоря о цифрах, в 2018 году тоже у нас был 1 миллион туристов. И скажите, номерной фонд с тех пор сильно изменился? Какие данные у нас? Номерной фонд изменился, номерного фонда стало больше, но если вы позволите, я замечу, что вы сказали, что Абхазия уже принимала такое количество гостей. Такого уровня гостей Абхазия не принимала. К нам едет сейчас абсолютно другой отдыхающий, тот, который привык отдыхать в Европе, в Ближней Азии, на Ближнем Востоке, в Америке. И они из-за специфики и невозможности путешествий прибудут к нам в Абхазию. То есть к нам едет другой отдыхающий. И к этому мы должны особенно быть готовы. А номерной фонд какой у нас? Ну, официально это более 26 тысяч койко-мест. Это в санаторно-курортном комплексе. Ну, как минимум, вдвое больше в частном секторе. Сегодня к нам, как вы сказали, едет другой турист, искушенный путешественник. Что мы можем предложить искушенному путешественнику? Готовятся ли у вас в министерстве новые туры? Можете ли вы предложить что-то новое туроператорам? Вы знаете, как бы это ни звучало, но я считаю и считал до того, что самое главное, что мы можем предложить, наше особое отношение к нашему гостю. Никакие инфраструктурные изменения, никакая звездность отеля не может это заменить. Я думаю, это самый главный наш козырь, который мы будем использовать. Вот. Это первое. Второе, это, безусловно, безопасность наших гостей на территории Абхазии. Я думаю, это 2 важнейших фактора. Если мы будем соответствовать вышесказанному, то к нам поедут еще и еще.
Ну, вы понимаете, когда я вот эту ремарку вставил, когда вы сказали о том, то, что мы принимали уже, мне кажется, ответственность на нас больше сейчас лежит. Потому что человек, который сюда приезжал, он чаще всего приезжал сюда либо благодаря сарафанному радио, либо потому что он был здесь до. Это я говорю не свои рассуждения, это абсолютно точные данные Института социологии, которые пришли к выводу, что в Абхазию в большей степени приезжают те люди, которые либо были здесь в советское время, и есть определенного рода воспоминания, либо благодаря так называемому в народе сарафанному радио. Сейчас к нам едет другой турист. Он хочет увидеть Абхазию, он хочет насладиться природой, отдохнуть и узнать для себя что-то новое. Ну, что-то новое. Вот вы говорите, Фрида Аркадьевна, я думаю, вы меня поддержите в этом вопросе, задавая вопрос, что может Министерство по туризму предложить. Я имела в виду, что эти туры, они уже известны, то есть это вот еще с советских времен одно и то же, достопримечательности, наша красивая природа, но новые какие-то туры, маршруты, возможно, предусмотрены, вы что-то предлагаете и туроператорам, если у вас есть взаимосвязь. И еще хотелось бы спросить, если есть такие новые маршруты, вы что-то разрабатываете, готовитесь, возможно ли в этом сезоне, когда мы ожидаем 1,5 миллиона туристов, задействовать депрессивные районы нашей страны, придумав новые маршруты? Знаете, у нас прекрасные есть маршруты, которые мы должны отрабатывать правильно. Что касается новшеств, что вы спросили, первое. Мы совместно с абхазскими железными дорогами готовим проект, который, мы надеемся, стартует 1 июня. Это туристический поезд. То есть поезд сюда будет прибывать с туристами, останавливаться на станции, наши гости будут ездить на экскурсии, возвращаться, оставаться в поезде, ехать даже. То есть этот поезд будет непростой, со всеми условиями. Грубо говоря, это отель на колесах. А он будет в Восточную Абхазию тоже ездить? Да. По количеству средств размещения видно, что в основном это Гагра, Пицунда, Сухум, Сухумский район, вообще три объекта у нас по статистическим данным. Поэтому я называю сейчас эти... В Сухуми намного, я вот поправлю вас, в Сухуми намного больше объектов. Что касается... Нет, Сухумский район. В городе Сухум Да, их много, да. но в Сухумском Вы районе... знаете, и вот я думаю, мне не дадут соврать. Ничего не изменилось за последние 30 лет. Гагра и Пицунда всегда были туристическими центрами Абхазии. Ну вот поэтому я Это спрашиваю, очевидно. нельзя вот как-то сейчас Это задействовать? очевидно. А что касается задействовать, вы знаете, что в селе Тамыш строится большой комплекс туристический на 150 коттеджей, на 300 мест. В следующем сезоне там построят еще 100 коттеджей. Это одна из крупнейших российских фирм Библиоглобус строит. Что это, если не есть именно задействование тех районов, которые, как вы выразились, являются депрессивными? Фрида Аркадьевна, вы как считаете, у нас там есть храмы, у нас есть красивые места, еще неизведанные туристами. Я бы все-таки хотела немножечко отставить на некоторое время ответ на ваш вопрос и сказать то, что я думаю вообще. Сегодня вот здесь сидит человек, это представляет государство, и я, которая представляет научное сообщество. И хочу сказать, что развитие курортно-рекреационного комплекса, туристического комплекса в нашей стране исторически, оно было связано с тем, что в условиях Российской империи именно государство, Российская империя инициировала здесь съезд врачей, которые изучили ситуацию, связанную с бальнеологическими возможностями территории Республики Абхазия. И первые курортные объекты, которые были здесь построены, они были построены по, так сказать, вот выводам вот этого сообщества российского, Российской империи, и был построен, как вы знаете, бальнеологический корпус для слабогрудых, так и была признана Абхазия. Была признана, что она наравне с Ниццей, если не лучше, может являться территорией для излечения больных легкими. И вот купец Смитской, российский купец, он выстроил вот на территории современного Гулиевского района, он выстроил вот этот
великолепный корпус, в котором было все включено. То есть вся инфраструктура, и отдых, и лечение, то есть все было там создано. И вода, обеспечение водой, и обеспечение продуктами питания. То есть это был такой микромир, в котором был создан первый бальнеологический курортный объект на территории той Абхазии. В условиях уже Советского Союза, в условиях плановой экономики, вы знаете, это расхожая фраза, это здравница, всесоюзная здравница, которая наряду с развитием других отраслей, но это было центральным. То есть всесоюзная здравница, это было центральное звено в развитии вот этого нашей с вами Абхазии. И другие отрасли спутники. Но я хочу сказать, что вот государственный подход, он фактически и сегодня, вернее, вот и государственный, и движение снизу. Ведь после войны у государства не было средств. Движение курортов и туризма, и вообще любого другого направления, в том числе и туристских маршрутов, оно началось снизу. То есть населению дали возможность: развивайте все, что вы можете. И население Абхазии в силу вот этой исторической роли этой территории в том всесоюзном разделении труда, оно стало развивать именно курорты. Вот я смотрю статистические данные. Дело в том, что документ, который был создан государством как способствующий развитию, послевоенному развитию средств размещения, это сертификация средств размещения. Документ, который издан правительством Республики Абхазия. И вот статистические данные, они касаются только коллективных средств размещения. И там не 400 объектов. Вам вот дали информацию, что 400. На самом деле их гораздо больше, чем по данным статистики. Там около, я даже удивилась, около 77, что ли, объектов на 2020 год. Конечно, их больше. Потому что, к сожалению, Минтуризма, я не знаю, или, а может быть, я не обладаю полнотой информации, сертифицирует только коллективные средства размещения. А частный сектор и так далее, он не подвергается сертификации. И поэтому у нас неполные данные, неполные по койко-месту. Койко-мест в Советском Союзе был 41, сейчас вот вы называете 23. То есть за один день сколько можно принять туристов. И направление. Вот направление. Безусловно, объекты туристические, экскурсионные, они предлагают, но предлагают это, так сказать, вот это хаотичное предложение. Вот они увидели, кто-то там, вот Горная Абхазия предлагает какие-то туристические маршруты. Минтуризма сообщает о том, что в Кадорском ущелье новое какое-то направление, туда могут тоже уже ездить, да, наверное, потому что это закрытая зона была. Но сегодня, я так понимаю, туда может быть проложен уже туристический маршрут. Но еще хочу сказать, что вообще в истории развития курортов, туризма вообще, торговля дала импульс развитию туризма. Затем религия, паломничество. Это направление. Сегодня этих направлений очень много. Это и этнотуризм, это и различные направления. Да. У нас и этнотуризм, по-моему, тоже развит. Мы знаем, что некоторые представители турфирм, они предлагают туристам побывать на абхазских свадьбах, специальные застолья и так далее. Вот я, говоря о том, чтобы задействовать восточную часть, я имела в виду именно это, что вот можно же приглашать туристов туда, в дома, как делают это в Дурипше, например, да, приглашают домой. Дело в том, что это далеко от границ. Неудобно. То есть тогда человек покупает туристический продукт, он хочет комфортно поехать, посмотреть достопримечательности и вернуться. Здесь дело не в желании туроператоров и не в желании министерства, здесь дело именно в логистике. Говоря о новых направлениях в работе турагентства, вы были в Санкт-Петербурге, подписывали меморандум. Если я не ошибаюсь, в нем было указано новое направление, очень актуальное на сегодняшний день. Это постковидное восстановление для россиян. Словом, медицинский туризм. Расскажите, пожалуйста, подробнее о нем. Ну, значит, стоит отметить, что Санкт-Петербург — это единственный субъект Российской Федерации, где есть отдельное управление медицинского туризма. Это вообще удивительная вещь, и мы очень рады, что такое управление существует. Да, мы подписали договор, и уже наши коллеги из Санкт-Петербурга ведут переговоры с нашими
больнелечебницами. Но давайте скажем честно, в Абхазии мест размещения с медицинским обслуживанием реально всего 3. Говоря о средствах размещения, возникает вопрос о сертификации средств размещения. И еще такой интересный вопрос, не только для нас, но и для туристов, которые собираются к нам в Абхазию, звездность отелей. Ну, сертификация проводится Министерством туризма. А что касается звездности, мы должны к этому прийти. Для этого у нас должен быть соответствующий закон, который не меняется с 2005 года. Вот мы обязательно внесем туда возможность классификации того или иного объекта. Но мы должны для этого создать свою ассоциацию, так как та звездность, к которой привыкли апеллировать наши граждане, либо вообще потенциальные туристы, она имеет под собой подоплеку международного признания и международного туризма. К сожалению, в эту категорию мы не входим. Фрида Аркадьевна. Дело в том, что сертификация средств размещения, она, безусловно, очень важна. Туристу очень важно. Тогда, когда он покупает тур, куда он все-таки попадает, какими возможностями обладает тот или иной объект средства размещения. И поэтому Международная туристическая ассоциация придает этому очень большое значение. И она как бы рекомендует заранее говорить или объявлять туристам при продаже туров все-таки, что из себя представляет туристический объект. В мире более 30 способов сертификации, значит, средств размещения. Это есть и короны, есть звезды, есть бриллианты, есть категории, есть разряды. Вот разряды, например, были использованы Советским Союзом. Все наши гостиницы, которые вы видите, Советского Союза, которые взяты в аренду, они, может быть, претерпели какие-то текущие ремонты, там капитальных ремонтов, как, насколько я знаю, потому что это очень большие средства для того, чтобы висят сегодня произвести. звезды. Вот. Но я хочу сказать, что у нас есть ассоциация ательеров, да, возможно, у них есть какие-то документы, которые позволяют им каким-то своим внутренним решением, исходя из тех критериев, которые позволяют, так сказать, бальная система. Например, в Российской Федерации звездная система используется. И там есть определенная система, так сказать, бальная система придания тому или иному средству размещения звездности. Возможно, они идут по этому пути. Но у нас, как сказал Тимураз Владимирович, невозможно пока принять такую систему хотя бы потому, что не то количество объектов, которые у нас есть, 400, да, они не могут сегодня быть, ну, как минимум только 2-3 звезды, не более. Понимаете, идти по этому пути, это значит заведомо рубить сук, на котором сидим. Мы говорим о том, что вот в этом документе, который издан правительством о сертификации, там есть требования. А то, что вы видите, звезды, возможно, они, используя эту бальную оценку, так сказать, оценили себя вот в такой... Я извиняюсь, я не знаю. Я уверен, что это маркетинговый ход. Да, маркетинговый Ничего ход, более да. там нет. Но, возможно, там и есть эти критерии соблюдены. Мы не знаем. Возможно. Возможно, но кто за этим наше должен правительство, следить? наше государство... Нет, они не могут. Министерство Кто должен избрало другой путь. Сколько мы идем по пути гармонизации с российским законодательством, скорее всего, мы пойдем по пути звезд. Это инициатива снизу. Мы же говорим, что инициатива снизу, фактически развитие туризма, это после... И хочу сказать вот такие статистические данные. У нас из 14 занятых в отраслях нашей экономики, из 14, 1 занят в курортно-рекреационной сфере. И еще хочу вот такую вещь сказать. Для того, чтобы развивать, вот мне очень приятно услышать, что вы провели работу с Министерством или Управлением железнодорожного транспорта. Вот Всемирная туристская организация, она рекомендует ведомствам или тем, кто занимается в любой стране туристской сферой, чтобы они работали в одной упряжке с Министерством сельского, или министерством, или ведомством, которое курирует сельское хозяйство, которое курирует транспорт и которое курирует связь.
чтобы вот они работали в одной связке, для того, чтобы в полной мере удовлетворять тем требованиям и тем международным стандартам, которые разработаны вот, Туристской ассоциацией всемирной. Теймураз Владимирович, вот готовясь к туристическому сезону в 2021 году, скажите, вы планируете как-то скоординированно подойти к этому вопросу во взаимодействии с другими ведомствами и министерствами? Например, в прошлой нашей передаче у нас был министр сельского хозяйства, и мы обсуждали такой вопрос о том, чтобы гостиницы покупали местную продукцию у местных производителей. Я тоже на это смотрю положительно. Это было бы очень хорошо, если цены соответствовали той экономике, которая есть в том или ином объекте размещения. Это первое. А так, конечно, безусловно, невозможно провести туристический сезон, не работая совместно со всеми ведомствами. А к туризму у нас относятся все ведомства. Это прежде всего Министерство внутренних дел. Касаемо Министерства внутренних дел, безопасность туристов, которые занимаются джипингом. Как у вас эта работа налажена? Ну, Особое отношение к туристам, я к этому подвожу. Да, если вы позволите, я все-таки хочу сказать, что джипинг это на третьем, на четвертом месте. Хочу сказать, что самое главное вообще общественный порядок, спокойствие наших граждан, чтобы наши гости чувствовали себя комфортно на территории Абхазии. Все остальное это менее значимо. Но самое главное это порядок и спокойствие на улицах, на пляжах, в местах размещения. И если человек, еще раз повторюсь, если человек уедет с Абхазии с определенным эмоциональным положительным фоном, он является нашим рекламным агентом. Ну, я еще раз хочу подчеркнуть, что вот международные туристские ассоциации и Гаагская туристская конвенция, есть еще такой документ, как Франкфуртская таблица цен, они рекомендуют взаимодействовать всем вот ведомству, туристскому ведомству на государственном уровне с такими вот ведомствами, которые курируют медицину, которые курируют транспорт, сельское хозяйство, потому что сельское хозяйство – это продовольственная безопасность, медицина. Это мы знаем, что летом очень много возникают болезней, связанных с инфекциями. Это море, это пища, может быть, и страхование туристам в связи с этим, конечно же, должно быть, что у нас, к сожалению, пока никак. Хотя вот я знаю по информации, что Министерство туризма оно в этом направлении работает. Эта проблема непростая, это не то, что застраховать автомобиль, это, безусловно, на месте, где находится туризм, должна быть соответствующая медицинская база, которая позволит. Вот. Но, насколько я знаю, такого тесного сотрудничества нет. Хотелось бы, чтобы, так сказать, инициатором этого сотрудничества все-таки выступал Минтуризм, проводил круглые столы, так сказать, очень настойчиво в этом направлении работал. Теймураз Владимирович, вот Фрида Аркадьевна не раз уже говорит про медицину. Скажите, вот медицинское страхование российских граждан. Очень сложная тема. Мы проводим на этот счет консультации. Где-то месяц тому назад в Абхазию приезжала делегация во главе с Дмитрием Викторовичем Давыденко, это председатель Общественного совета Федерального агентства по туризму. Там поднимался вопрос о страховании. Вот хочу заметить, что по закону Российской Федерации ни одна страховая компания абхазская не может страховать на территории России, так же как российская не может страховать на территории Абхазии. На мой взгляд, выход здесь один – это создание ассистирующей компании в Абхазии, которая бы оказывала бы услуги в страховых случаях нашим гостям. На мой взгляд, возможно, специалисты, юристы, профильные юристы могут сказать больше, но, на мой взгляд, другого выхода нет. Какую работу ведет Министерство туризма по повышению уровня предоставляемых услуг? Министерство туризма проводит аттестацию экскурсоводов ежегодно. Экскурсовод – самый главный человек в туризме Абхазии, потому что, кроме всего прочего, он за собой несет
такую дипломатическую миссию. Именно с его уст наши гости получают информацию об Абхазии. Мы к этому относимся очень серьезно, придаем серьезное значение. Ежегодно проходит аттестация. Исключением стал только 2020 год. Понятно. Нашим решением, аттестованные в 2019 году, их функции были продлены, в том числе на 2020 год. Я, готовясь к передаче, прошерстила интернет, и первое, что я сделала, зашла на YouTube, ввела отдых в Абхазии, и первые 5 видео, которые всплыли, это были негативные видео об Абхазии, там 1000 просмотров. Мой вопрос заключается в следующем. Вот ведется ли какая-то работа, возможно, по привлечению тех блогеров-миллионников? Они лидеры мнений и очень хорошо влияют на свою большую аудиторию. За этим мы следим. У нас есть специальный отдел, который прослеживает ту или иную информацию, но обхватить весь, так скажем, интернет-туристический рынок невозможно. К сожалению, очень много неправильной и ложной информации. Работа над этим ведется. Мы уже ведем переговоры с несколькими крупными российскими блогерами, чтобы они подавали правдивую и объективную информацию про Абхазию. А что вы сказали, то, что в интернете ходит негативно, но это естественные процессы. Почему? Потому что у нас есть враги, у нас есть конкуренты. И третье, что нельзя не отметить, к сожалению, у нас есть та доля негатива, которая нам не нравится, но она существует. Переходя к доле негатива, я хотела бы, чтобы мы назвали основные причины, которые сдерживают туриста сегодня приехать в Абхазию. Вот как вы считаете? Основных причин 2. Если мы говорим о российских туристах, если мы говорим о международном туризме, то их 3. Вот, ну это естественно. Если мы говорим о российских туристах, это прежде всего мощная антиабхазская пропаганда, которая ведется в интернете. Остались, знаете, воспоминания 90-х, и людей это отпугивает, хотя прошло более 30 лет. Вторая причина – это недостаточно высокий сервис в Абхазии. Фрида Аркадьевна. Ну, я присоединяюсь к этому, да, и безопасность. Зимний туризм в Абхазии. Насколько это реалистично в ближайшем будущем? Это абсолютно реалистично. Ну, во-первых, мне не дадут соврать, что в советское время была такая мечта туристическая — создать зимний курорт на территории Гагринского района. И вот там, чтобы люди, катаясь на лыжах, после этого на канатных дорожках спускались и ходили на море. То есть ничего фантастического в этом нет, условия для этого есть. Но мы что понимаем, что нужны сегодня инвестиции. Нужны гигантские инвестиции. Но я вам скажу со всей ответственностью, то, что наши склоны ничем не уступают склонам Красной Поляны. Это первое. Второе. На данный момент, вот прямо в данную минуту, до того, как прийти к вам на передачу, у меня была информация, что достаточно большая группа туристов сегодня отдыхает на гагринских склонах, катаются на сноуборде, на лыжах, катаются на снегоходах. В этом проблемы нет. Но сегодня это имеет не массовый характер. Себе это могут сегодня позволить достаточно обеспеченные люди. Как вы видите эту ситуацию? Абхазия способна привлечь крупных инвесторов для того, чтобы построить горнолыжный курорт? Уверен, что да. Я считаю, что это не только район города Гагры, Гагрский район, но это еще и район Кодорского ущелья. Я знаю, что те наши ребята, которые там служили, и которые знают его ирицу, они говорят, что по красоте и по, так сказать, возможности в территориальном плане от гор до, так сказать, до моря все, так сказать, и субтропики, и тропики, и альпийская зона, все у нас в стране есть, здесь и сейчас. Зима, весна, лето и осень у нас просто, так сказать, вот в одном стакане. И можно развивать по всей территории нашей страны, но нужны
вложения или просто нужна организация? Сегодня же вот въехали. Вот как привлекать? Нужно обеспечить им безопасность хотя бы на уровне того, что есть. Ну, как привлекать инвесторов? Это те же выставки? Нужно говорить и представлять свою страну, говорить объективно, говорить правду, не рассказывать того, что нет на самом деле. И я вас уверяю, в Абхазию поедут крупные бизнесмены. Благодаря нашим переговорам сегодня уже здесь работает и Библия Глобус, строит в Тамышах на 150 коттеджей туристический комплекс, в следующем году еще 100 добавят. Это же итог переговоров. Сегодня в Абхазии уже дважды был президент компании Pegas Touristic и владелец компании Nordwings, авиакомпании. Они же приехали сюда. Нужно разговаривать. Чтобы привлечь инвестиции, нужно разговаривать, обеспечить безопасность инвестиций, безопасность инвесторов, безопасность инвестиций самих. И я уверен, в Абхазию приедет крупный бизнес. Пандемия и карантин, который у нас был в стране, нам показал, что внутренний туризм есть смысл развивать. Как вы видите в этом направлении работу и делаете ли вы уже что-нибудь? Вы абсолютно правильно отметили, то, что, как показал период, когда границы Абхазии были закрыты, достаточно активно развивался внутренний туризм, это не может не радовать. Это большая роль и для осознания и познания своей страны, где ты живешь, также для воспитания подрастающего поколения, это очень важно. То есть свою актуальность, особенно в июне и в июле, внутренний туризм доказал, и я думаю, то, что его нужно развивать, и это важно для Абхазии. Подведем итоги нашего разговора. Мы обозначили несколько проблем. И я хотела бы, чтобы вы как представитель власти, и вы как представитель научного сообщества сегодня у нас в студии, подвели итоги того, как нужно готовиться к туристическому сезону, какая работа ведется у вас, какие проблемы вы должны решать в первую очередь. И, Фрида Аркадьевна, ваше заключительное мнение нам будет интересно. Ну, что хочется сказать, то, что мы проводим ежедневную работу по поводу сертификации, мы об этом уже говорили. Мы готовы в апреле подписать соглашение с Федеральным агентством по туризму о сотрудничестве. Это, между прочим, межведомственный договор, впервые который будет подписан между Россией и Абхазией. Планируется проведение крупного туристического форума в Абхазии, куда приедут около 250 гостей со всех регионов России. Это ведущие издания России, сильнейшие эксперты в области туризма, которые приедут все в Абхазию. Это очень важное событие, оно будет проходить под названием 3С, это солнце, море и душа. Ну, на английском все эти слова начинаются с буквы С. Потом в мае планируется поездка в Сирию, в Дамаск, подписание Сирийской Арабской Республикой, договор между нашими ведомствами. И в целом мы готовим стратегию 2030 года по развитию туризма в Абхазии. Эту работу мы ведем давно. На данный момент стратегия готова. Сейчас мы будем отправлять ее на согласование в соответствующие ведомства. Мы никогда не должны забывать то, что мы находимся между двумя достаточно мощными туристическими центрами. Фрида Аркадьевна, ваше мнение как научного деятеля? Ну, я хочу сказать, что кадры решают все. Кроме того, важна аналитика, прогнозирование и планирование. Заниматься аналитикой очень важно. И каждый год заниматься, и может быть каждые полгода, а может быть и каждый день. Но в любом случае необходимо заниматься аналитикой для того, чтобы выявлять проблемы и возможности, перспективы развития в дальнейшем. Это вот краеугольные камни вообще развития любой отрасли, в том числе и туризма тоже. Я хочу сказать, говоря о том, что к нам сегодня едет другой туризм, на самом деле, вы если посмотрите рекламу наших туристических объектов, у нас есть цены на так сказать, турпродукт, на койко-место, скажем так, 8 тысяч рублей.
Это туда включается и услуга питания, услуга размещения. 8 тысяч рублей для нашей страны на сегодняшний день. Да, я понимаю, есть в мире и 30 тысяч, и больше, и в долларах исчисляются, в десятках долларов. Но у нас это достаточно высокая цена. Значит, средства размещения данные предоставляют достаточно высокие услуги. В противном случае ничем не объяснить эту цену. Есть и такие, и другие. То есть, в принципе, наши средства размещения готовы к приему таких туристов. Весь вопрос в том, готовы ли мы обеспечить безопасность этого туриста. Качество услуг уже подтягивается. Роль нашего государства заключается в том, чтобы обеспечить инфраструктуру, потому что ателье не может построить дорогу, ателье не может обеспечить безопасность туриста вне его средства размещения. Внутри – да, вне – нет. Кроме того, мы можем похвастаться тем, что даже в Саудовской Аравии, в Арабских Эмиратах интернет не так работает качественно, как у нас. Это одно из преимуществ, которое может привлечь. Сегодня работа на удаленке – это тоже необходимые средства размещения. Вот, так сказать, идти в этом направлении, в тех достижениях положительных направлений, на положительных тенденциях, развивать их дальше. Наша передача подходит к завершению. Еще раз говорю вам спасибо, что нашли время и пришли сегодня к нам в студию. А с вами, дорогие зрители, я прощаюсь до следующей недели. Хороших нам экономических новостей.